Шамба, Шарматава, Айба, Варами. Приступаем к работе. Вот так каждое утро ровно в 8:45 после переклички, которую проводит начальник таможенного поста ПСО Аляс Хишба, сотрудники приступают к своим обязанностям. Ежедневно службу здесь несут 27 таможенников. В каждом отделе работает по несколько человек. С недавних пор на посту была создана 4-сменная работа. По словам Аляса Хишба, это положительно сказалось на качестве работы, так как у сотрудников теперь есть больше времени для отдыха. С 15 января мы перешли на 4-сменку. Раньше была 3-сменка, в каждой смене было по 36 человек. Уменьшили количество человек в смене, но добавили 1 смену, и этим самым свободного времени, отдыха у людей больше стало, и работа стала полегче. Таможенный пост ПСО – это автомобильный, железнодорожный, пешеходный пункт пропуска через абхазо-российскую границу. На сегодняшний день здесь работает около 10 отделов. В их числе отдел таможенного оформления и таможенного контроля транспортных средств, отдел дознания и таможенных расследований, отдел контроля и доставки товаров. По словам заместителя начальника таможенного поста ПСО Тимура Ласурья, часто они сталкиваются с попытками граждан провести на территории Абхазии товар, купленный в большом количестве в магазинах беспошлинной торговли. Пытаются провести продукцию duty-free внутрь территории, что законом запрещено. Эти магазины должны работать исключительно на территорию Российской Федерации. Только в этом случае они могут покупать товары и вывозить их отсюда. Но зачастую наши граждане как-то пренебрегают этим предписанием закона и пытаются ввести на территорию немалое количество спиртных напитков. За 2017 год нами было составлено 67 протоколов. Но это, чтобы вы понимали, не только связанные с duty-free продукцией, также наши участники внешнеэкономической деятельности, которые перевозят товары, зачастую не совсем достоверно декларируют их. С 2000 года таможенный пост ПСО значительно преобразовался. Таможенная граница была обустроена. Все таможенные процедуры переведены на компьютерную систему. В действие была введена система 3-ступенчатого таможенного контроля, что значительно отразилось на поступлении сумм таможенных платежей. Совсем недавно появилось еще одно новшество – видеонаблюдение. На данный момент установлено 28 камер. В ближайшем будущем планируется еще 4. Теперь, помимо самого контроля за товарами, данные камеры позволят исчитывать количество автотранспорта, как заезжающего на территорию Абхазии, так и выезжающего. Камеры установили порядка месяца назад. Они работают уже практически в полном режиме. У нас есть система такая «Поток», которая считывает номера с транспортных средств и автоматически переносит их в компьютерную базу. Камеры только у руководящего состава. То есть, естественно, доступ к этим камерам обычный гражданин иметь не должен. Вот, к примеру, задние ворота. То есть, как видите, здесь полный обзор. Сейчас. Также мы можем наблюдать заднюю площадку магазинов Duty Free, чтобы предотвращать противоправные действия. То есть, если машина сюда приехала, начинает грузиться, мы ее отслеживаем, весь ее путь, в какую сторону она уедет. Вот въезд отсюда и весь ее путь можно. С появлением камер видеонаблюдения произошли некоторые изменения. Функционировало подразделение, которое занималось регистрацией транспортных средств, пересекающих границу. Отпала надобность в наличии данного подразделения, но эти сотрудники работают с камерами непосредственно. Ежедневно большую работу проводит и отдел таможенных платежей и бухгалтерского учета. Сотрудники отдела занимаются контролем начисления платежей, выдачей зарплаты, удержанием налогов, перечислением их в основной отдел государственной таможенной службы. Отныне все платежи, которые шли в государственный бюджет, с 1 января этого года аккумулируются в ГТК. Преимущество этой системы, я так думаю, что в том, что аккумуляция денежных средств в одном месте будет удобна тем же бухгалтерам, находящимся в ГТК, работать по должникам.
То есть, если раньше должники были, контроль за должниками велся как на посту ПСО, так и в ГТК, соответственно, там у нас процедура перечисления была чуть-чуть усложнена. Наши внешнеэкономические участники путались, переплатить на ПСО или в ГТК. И, соответственно, у нас появлялась проблема контроля этих платежей, и мы уже, была проблема в том, что нужно было созваниваться с казначейством, с ГТК и решать вопрос о переброске этих средств. Сейчас же это все будет аккумулироваться в одном месте, и уже и по должникам будет более ясная картина на месте в ГТК уже. На таможенном посту ПСО все грузовые машины обязательно должны проходить проверку на так называемой смотровой яме. В зависимости от того, по какой процедуре они будут оформляться, их направляют в два отдела. В одном из них происходит оформление товара по более упрощенной форме, и груз будет проходить по процедуре доставки под таможенным контролем. Это упрощенная форма оформления товара. Это непосредственно оформление товаров в местах ввоза, непосредственно на границе, это и перенос основного оформления вглубь территории. Процедура оформления товара производится таким образом. Мы принимаем документы, перечень документов, проверяем наличие всех документов и досматриваем машину, проверяем автотранспортное средство. Нанесением идентификационных средств обеспечиваем наложение так называемых пломб, таможенных пломб. Это все производится непосредственно на территории таможенного контроля. Мы заполняем основной документ, акт о доставке по таможенным контролям, где указывается отправитель, получатель, наименование товара, стоимость товара и регистрационный номер транспортного средства. И наложение таможенного обеспечения. Значит, это так называемый номер пломбы. Непосредственно номер этого пломбы мы уже закрываем с самого транспортного средства, чтобы в целости товар доехал до места назначения. И там на месте уже наш же отдел контроля доставки товара занимается обработкой товаров, вскрытием всех пакетов и уже непосредственным окончательным оформлением товара. Во втором отделе груз оформляется непосредственно на таможенном посту, то есть привезенный товар на месте должен пройти все этапы оформления, в том числе декларирование и досмотр. Люди приходят к нам сюда, указывают перечень товара, перемещаемых через границу, и мы уже принимаем со всеми необходимыми документами, удостоверяющими их личность, как у участников внешней экономической деятельности, вбиваем их в базу, придаем каждому товару нужный код. Далее мы выдаем им счета, где они идут, терминалы, через них оплачивают, предоставляют нам квитанции, потом на подпись, и далее мы их отправляем на таможенный досмотр. После произведения таможенного досмотра мы даем им выпуск, и они могут уже ехать. Данная процедура в более упрощенной форме возможна только если сумма всего товара не превышает 600 тысяч рублей. В случае, если предприниматель предоставляет чек на большую сумму, он обязан декларировать товары в брокерской компании, затем предоставить документы в отдел таможенного контроля. Также на таможенном посту ПСО открыт отдел специальных таможенных процедур, который занимается первичным оформлением грузовых автотранспортных средств и оформлением документов на временный ввоз автомобилей. Если подъезжает, машина, и они заявляют о том, что у них для личного пользования, а там товарная партия лежит, то мы применяем, согласно постановлению, мы применяем таможенные платежи. В основном сейчас все переквалифицировались, они поняли, что лучше оформлять на индивидуальные, как индивидуальные предприниматели, или же на ООО оформлять, это гораздо легче. В это время года интенсивность грузоперевозок, как обычно, одна из самых низких в году. В день таможенные процедуры проходят не более 50 автомобилей с различными товарами. Случаев, когда граждане намеренно нарушают закон, занижают стоимость товаров или указывают неверное его количество, не так много. А наказание за это нарушение довольно серьезное. Внушительные штрафы и даже изымание товара. Существует норма ввоза, специально отработанная и все такое. И уже свыше нормы там платежи очень большие. И
Потому, значит, они оформляют на индивидуальные частные предприятия. На абхазо-российской границе мы также пообщались с сотрудниками пограничной службы Абхазии, которые тесно сотрудничают с ГТК. По словам начальника отдела пограничного контроля Рудольфа Циба, в сравнении с летним периодом сейчас количество людей, пересекающих границу, примерно на 60% меньше. Работает здесь всего 2 кабинки, но очередей практически не бывает. Паспортный контроль на таможенном посту ПСО в день в зимнее время в среднем проходит около 10 тысяч человек. Чтобы попасть на территорию России, гражданин обязан предъявить паспорт. Здравствуйте. Проверка документов здесь проходит по более упрощенной схеме и занимает значительно меньше времени, чем на российской стороне. Спасибо. В 2017 году на таможенном посту ПСО начал свою работу и отдел консульского департамента. Теперь иностранные граждане имеют возможность оформить визу прямо на месте. Мы работаем с иностранцами. Наше дело их проконсультировать в первую очередь, уже затем выдать визу. То есть работаем над 2 тарифами, тут именно на этом консульском пункте. Оформление 10 дней и месячный тариф. Вот многие, заезжая сюда к нам, проявляют большую благодарность и говорят, что это очень удобно, то, что можно оформить визу прямо на месте. Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Ушанги Гвициния подробно рассказал журналистам о нововведениях в ближайшее время. К примеру, в апреле этого года предстоит аттестация сотрудников. Также планируется создать таможенный кадровый резерв. В ближайшем будущем, вот в апреле месяце, намечена у нас аттестация сотрудников таможенных органов, которая проходит не реже, чем раз в 2 года. Уже проведено психологическое тестирование, будут проводиться лекции. Вот с марта месяца в здании Государственного таможенного комитета будет начитка лекций, уже определены темы, определены должностные лица, ответственные за подготовку этих тем. На данный момент также проводится работа отделом кадров с заявлениями граждан на трудоустройство. Мы обработали все заявления, которые были поданы даже 10 лет назад, 8 лет назад, обзвонили всех. Это не с той целью, что у нас там открылись вакансии или штаты, а просто чтобы сформировать резерв кадров. Мы проводим постоянную работу над повышением уровня квалификации наших сотрудников, направляем на дополнительное профессиональное образование, на курсы повышения квалификации. Для сотрудников таможенного поста ПСО создаются все условия для комфортной работы. Кормят здесь 2 раза в день. Также есть зона отдыха. В ночное время таможенники работают посменно. Часть работает до 3 часов ночи, а другие отдыхают. Затем меняются, и вторая группа отдыхает с 3 до 9. Более того, чтобы таможенный пост функционировал непрерывно, здесь установлен дизельный генератор, который автоматически включается в случае отключения электроэнергии. Сария Смыр, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.